Итак, на днях якутская делегация приняла участие в международной научной конференции школьников Expo Sciences Asia 2022 в городе Дубай. Перед вылетом в Дубай для участия в престижной международной конференции юных исследователей ребята прошли образовательную программу «Исследовательская школа университетской гимназии» экспресс-курс при Московском государственном университете. О том, как все проходило и как выступили наши ребята, расскажет Василий Климович Павлов, ректор Малой академии наук нашей республики, руководитель регионального центра выявления и поддержки одаренных детей и участник этой конференции Роман Охлопков, ученик 11 класса специализированного учебно-научного центра Университетский лицей СВФУ имени Амосова. Здравствуйте. Добрый друзья. день. Здравствуйте. В первую очередь я хотела вас поздравить. Якутские школьники хорошо, показали себя. Как всегда. Международной конференции. Какие впечатления вообще у наших школьников от Московского университета? Роман. От Московского университета у нас были просто потрясающие ощущения. У нас была экскурсия в Институт ядерной физики МГУ. Здание просто потрясающее. Все такое отдает, так скажем, советской эстетикой. Все очень старое. Ходят ученые в халатах. Это взбудораживает. Гудамус и Гитур. Да. А по каким критериям были отобраны для участия в конференции школьники, Василий Климович? У нас существует Малая академия наук Республики Саха-Якутия, которая уже создала систему отбора. Она базируется на таком флагманском мероприятии, которое у нас называется «Шаг в будущее» Никия Гарды по имени знаменитого нашего академика Владимира Петровича Ларионова, который мы проводим каждый январь во время наших каникулов школьных. И тут уже отбираются ребята, которые, в общем, в последующем попадают в разные международные и всероссийские конкурсы. Эти работы примерно 300 детей, из них особенно те, которые талантливые в английском языке, хорошие у них работы, были отобраны на этот раз. Но на самом-то деле отбор он проходил еще летом. Многие ребята готовились заранее и прошли довольно большой и многоэтапный такой процесс подготовки. И после этого, мы их собрали вместе. Ребята из разных районов. Это из Мирного, из Нерюнгри, из города Якутска, естественно, и Сунтарского улуса. А сколько ребят в итоге поехало в МГУ и далее? Да, в итоге поехало 13 у нас участников. Это самая большая по количеству детей участников делегации в этом международном событии, которое является очным. Это первое за, получается, 3 года, как у нас не было больших таких очных мероприятий международных, и это впервые мы встречаемся через 2 года после последнего мероприятия, которое было. А по каким направлениям вообще участвовали ребята в этой конференции? Это было IT или какие-то, может быть, гуманитарные науки? Там в основном, естественно, это инженерные, научно-технологические. Получается, у нас IT, искусственный интеллект, соответственно, большие данные. Ребята свои инженерные проекты показали. То есть очень высокотехническое такое направление. Но особенно интересовал космос, как вы видите здесь, сама брошюра данного мероприятия, и тут вы видите уже изображение, космонавта, или астронавта. Здорово. Сейчас очень модно. А скажите, 13 человек, наших ребят, отправились вначале в МГУ, и получается, это же количество ребят отправились далее на международную конференцию, или я ошибаюсь? Да. У нас было одно событие, дело в том, что каждый раз мы проверяем ПЦР, и если у ребенка соответствующая ситуация, то, к сожалению, у нас один ребенок выявился с положительным результатом, поэтому он остался в Москве, но при МГУ, соответственно, за ним был очень хороший уход и прочее, но остальные ребята поехали. И что хорошо. Роман, скажите, пожалуйста, а чем конкретно вы занимались в Московском университете? В Московском университете мы занимались, мы ходили на лекции от различных преподавателей, занимались спортом, зарядкой, да. Вообще это было похоже на лагерь. Лагерь. Да. А где жили? Мы жили в гимназии МГУ, в общежитии, вместе с ребятами. Ага. Те ребята, которые там и учатся, наверное, да? Да, это огромная школа.
да, там свыше 27 тысяч квадратных метров, гигантские такие площади, Да. да, и собственный бассейн, спортивные залы. Дети там собраны со всех концов нашей большой страны. Опять же, по конкурсу туда попали. Это, получается, 9, 10, да, 11 класс. Старшеклассники. Там с 8 Да, с 8 класса ребята. Ну и, соответственно, там уже выгодно очень, потому что получается настоящие ученые, которые ведут очень хорошую научную деятельность, сами вот работают с детьми напрямую, со школьниками. Ну, вам повезло. Выгодно очень. Наверное, Роман, у вас появилось желание учиться в МГУ далее, после школы? Да, Или- да, ну, Или в у вас каком-нибудь другом другие планы? факультете, да, Мгм. более-менее. Ну, все же вот подбираемся к самой главной кульминации, да, нашего разговора. Как прошла международная конференция вот для нашей якутской делегации? Она, как всегда, была очень успешна для нас, потому что нас давно знают. Мы с 2017 года участвуем в больших мероприятиях, которые проводит МИЛСЭТ. Это международная организация по продвижению научно-технического творчества среди молодежи. Она всемирная организация. В этом году 35 лет ей исполнилось. Я являюсь членом исполнительного комитета континентального регионального отделения данного международного, значит, союза. Ну и, соответственно, значит, наши ребята очень часто ездили раньше, до пандемии, активно участвовали во всех мероприятиях. Это очень интересно, потому что участвуют почти все континенты. Африканские дети, латиноамериканские, Южная Америка, Африка, я как сказал, да, Северная Африка, плюс Ближний Восток, европейские дети, ну, И в вся этот раз Азия. вот так и было. И в этот раз было 30 стран. Ну, много, конечно, детей из Ближнего Востока, Да. да, соответственно, европейские дети были. Очень понравились итальянцы, да? Да. Кто вам понравился? Ну, турецкая делегация очень веселая, а итальянцы оказались очень шумными людьми, на самом деле. Да, То есть правда. это не миф, да, что Да. итальянцы очень активные и шумные люди. Да. А какие работы представили вот наши ребята? У наших ребят очень обширное такое творчество в направлении научно-технологических исследований, особенно, значит, интерес как раз использования больших данных. У нас ребята в основном работали с так-то софтверными проектами, и также были очень хорошие работы, связанные, например, сейчас называется Metaverse. Это то, что искусственное как бы пространство, да, в котором люди могут обживаться, заниматься творчеством и прочее. Это 3D, значит, пространство, в котором можно проводить различные мероприятия. И вот у нас один такой мальчик, он создал свою такую Metaverse, которая оказалась очень популярным, и сама организация международная решила использовать ее как свою платформу. Ну, в условиях, да, нынешнего Да. вот ситуации всей не требует личного присутствия. Роман, а вы с какой работой отправились в Дубай? Я отправился с работой анализ лесных пожаров в Горном Усе. Тема довольно насущная для жителей нашей республики. Я проанализировал Горный Ус. Как вы знаете, там пострадало всего 5 QL. Мгм. Ну и вот, и поэтому я решил взять именно этот улус для анализа. Это, получается, экологическая, да, у вас была работа? Да, ну, Space Science. То есть Ага. я анализировал спутниковые снимки и вывел площадь пожаров в Горном Усе. Фактически это работа, связанная с моделированием возможного распространения пожаров. Также оно может в дальнейшем использоваться в качестве основы для математических моделей, которые можно исследовать для того, чтобы прогнозировать, каким образом пожары в дальнейшем, в следующие годы могут распространиться в данной местности. И вот вы обнаружили же еще интересное Что вы такое. обнаружили? Расскажите. Обнаружили особенность. В 2014 году тоже были пожары, довольно неслабые. И я вот решил взять одну гарь из этого 2014 года и проследил его вплоть до 2021 года. И оказалось, что гарь, которая сгорела в 2014 году, вообще не пострадала в 2021. То есть горела территория ровно вокруг нее, повторяя прям контур. Гарь. Да. Как интересно. То есть то, что да. раньше горело, оно Да. не возгорелось в данном случае. То есть не повторяется, Не получается, да? Интересно. Роман, вот вы принесли с собой что-то еще, вот расскажите об этом. Что это? Вот медаль. Да, вот эта медаль, Expo Sciences, золотая медаль, Мгм. как вы видите. Ну, ее дали всем участникам. И вот такая вот грамота.
очень хорошая, подписанная директором, президентом Милсет и чейрменом, ну, заседательным Да. человеком Милсет Science Club. Альбастаки. Да, Иза Альбастаки. Да. Он, кстати, подходил к нашей делегации, Да. интересовался очень Да. сильно, да. А это вообще вот конференция, это как проходит как конкурс, там есть победители? Ну, это на самом-то деле интерес такой, да, так сказать, что мы собираем всех молодых исследователей для того, чтобы они пообщались, смогли коммуницировать свои идеи, это очень важно, чтобы мы развивали так называемые soft skills, особенно то, что называется коллаборацией, потому что от этого зависит все будущее. Вот мы сейчас находимся в такое сложное время, да, так сказать, санкционное и прочее, но наши дети все равно будут жить во времени, когда нужно будет очень много общаться, коллаборация все равно будет, потому что наука — это очень международное мероприятие. Я еще знаю, что в рамках вот участия в международной конференции юных исследователей наши школьники смогли посетить Экспо 2020. Вот какие впечатления у вас остались? Это просто невероятно огромная площадь, на которой все страны мира делятся своей культурой, своими научными достижениями. Это прекрасно, что это место вообще существует, собирает все страны мира. И ты ходишь, вот слева павильон Таиланда, справа Малайзии, а вот там дальше стоит российский павильон. И ты заходишь куда угодно и смотришь на выставку их. Как будто совершил кругосветное Да, путешествие, да? Замечательно. А вот расскажите нашим телезрителям, что нужно сделать, чтобы попасть вот в следующий раз вот на подобную образовательную программу. И вот не успеваем, к сожалению, ответить на этот вопрос. Я думаю, значит, в другой раз вы придете к нам в студию и поделитесь своим мнением и впечатлением. Я еще раз вас поздравляю с такой замечательной, с замечательным участием в международной конференции. Всего доброго и до свидания. Сейчас, дорогие